Всем привет, друзья! Сегодня на календаре 27 мая, суббота, и сегодня решили снова ехать на объемную. Но сегодня у нас маршрут простой, это Якутск-Магарасы. В одну сторону 100 километров и обратно 100 километров. А почему простой? Потому что все по асфальту, как говорится, по трассе. Особых трудностей нету. В пути асфальт хороший. Поэтому сегодня репортаж будет Якутск-Магарасы. Магарасы-Якутск. Полетели. Я вот сейчас на подъеме. Вилюйский тракт. Вот. Подъем такой 9% местами доходит. Ну, легко заезжается. Да, я сегодня, кстати, на шоссере поставил 25-миллиметровые покрышки. О, КамАЗа как летает тут. Но я на обочину выехал, чтобы потихоньку ехать. Но сзади там Дима с ребятами нагоняет, я их жду. Скоро подъедут, поэтому сильно не топлю. Скорость подубавил на подъеме. А это слева от меня многострадальная городская свалка. Но уже по плану там наверху решили, что свалка будет на 26-м либо на 27-м километре. Дальше сделают. Но это однозначно как бы расстроило всех. Потому что по этой трассе у нас единственное такое нормальное место — Вилюйка, где спортсмены, бегуны, велотуристы, велоспортсмены тренируются. И вот на 26-м, 27-м километре сделают снова свалку. Но, как говорится, ничего хорошего от этого не будет. Хорошо бы какое-то безотходное производство, или как сейчас модно, чтобы вот этот мусор перерабатывался, чтобы вот так вот такие горы не копились, по дороге вот этот мусор не валялся вдоль дорог. Вот это было бы дело. То чую, как-то, наверное, все по старинке будет. Кстати, в Телеграме в 8 утра Дима Румянцев написал, что уже на 26-м километре. То есть он впереди сейчас. Не знаю, поедет ли он до Магарас или нет. Не знаю даже. Но мне кажется, навряд ли он, наверное, до кафе и обратно. Кафе на 35-м километре, которое... Ну, посмотрим, может и поедет. Черт его знает, как оно будет. Посмотрим. Тем временем меня нагнал Дима. Сзади едет Миша и Аял. Получается, сейчас нас 4. Ну, ветер какой-то непонятный. Скорее всего, встречный ветер дует. Поэтому скорость небольшая. 18-19 по велокомпу. Ветер не дает разогнаться. Привет, Миша и Марсиантус. Привет, Морс. Вот я о чем до этого говорил, здесь очень много спортсменов на Вилюйском тракте тренируется. Уже такое любимое место, можно сказать, и для велосипедистов, и для бегунов. Даже на лыжероллерах тут видел, ребята катались.
целый пелотон был как-то. Сразу 20 лыжников шли пелотоном на лыжероллерах. Тем временем я отъехал от ребят где-то на километр, наверное, может на 1,5 вперед. Ну, на шоцере, еще раз повторю, гораздо легче, чем на МТБ. Поэтому мне сегодня будет легче. Ветер также встречный. Значит, назад будет полегче, наверное. Ну, надеюсь, а то как закон подлости. Вроде бы едешь встречный, потом разворачиваешься, едешь обратно, опять встречный. Всегда так. А вот и 26-й километр. И туда кто-то вперед улетел на велике. Даже непонятно, кто это. Какой-то одиночка налегке. Сижу здесь, жду ребят. Что-то их нет и нет. Может, прокол? Навряд ли. Но что-то нет уже. Еще банан вытащил. Немножко перекусить надо. Да, погода шепчет. Сейчас вообще самое милое дело с палаткой куда-нибудь в поход. Вот я к чему, то что комаров сейчас, вот этих всяких холодов нету. Не жарко. Но только вот ночью прохладно, но если теплый спальник взять, то я думаю вообще комфортно будет. Вон, снег везде растаял вообще. Красота, скоро лето. Тридцатый километр, впереди спуск, и после него сразу подъем. Время на часах 10 часов 45 минут. Полет нормальный. Цапля, прикиньте. Хоть это большая такая, ну, на телефон плохо видно, но вот вон она, вон. Вдалеке, если видите. Речка Кенкеме. Уровень упал воды. А то вообще там по целой, вот тот по старому мосту вода была. Сейчас уже, конечно, меньше. Да, сейчас туда спустимся, тоже поснимаем. Вот мы спустились на берег речки Кенкеме. Вот здесь мост. Отдыхаем. Даже тут дровишки кто-то приготовил, да? Красота. Красиво. Не рвануть ли нам в Мирный? Но нет. Не успеем мы сегодня в Мирный попасть. Какие облака красивые. Красота. А вот мы и на границе горного района. Так, время 12 часов 33 минуты. Полет нормальный, но у Миши проблемы с задним колесом. Мне там бескамерка травит. Поэтому колесо спускает потихоньку. Надеюсь, нормально все будет.
такой вездеход. Так. Я кило 2 ямы скину. Сегодня? Да. Я у меня уже быстро веселится. Ну ты же большой. Да. Где-то на 73-м километре обнаружили Диму. Вот он нас стоит, ждет. Фу, стоим, отдыхаем. То есть... А это 75-й километр. Здесь срезали асфальт. И вот так вот вплоть до 85-го километра примерно идет такая дорога. Стой, стой. Отдохнем? Ну все, мы уже почти в Магарасах. По велокомпу проехали 95,8 километров. Ну и Магарасы, получается, 96 километр, 97. Сейчас такой мини-подъем перед опасным спуском. Совсем осталось ничего. Вот мы с Борсом вдвоем. Ребята позади этот догоняет своим темпом. Че, Морс, как настроение? Волшебно. Легкотня. Да? Как за хлебом сесть? Раньше тяжелее было, да? Да, раньше было тяжелее. Почему? Асфальт. Раньше гравийка была. Раньше много. Вот мы и в Магарасах. Морсик. Ну все, на часах 15-16. 97 километр. Въезжаем в поселок Магарас. Сейчас дорога налево будет уходить. И там кафешка. Кафе Джой. Мы в кафе Джой едем. Видите, погода немножко подиспортилась, но главное дождя нету. Вот такие тучи. Ветер встречный. Назад будет легче ехать. Сейчас главное в кафе нормально посидеть, отдохнуть, покушать, собраться силами и обратно. Все, вот мы и в кафе. Кафе Enjoy. Сейчас здесь будем обедать, хотя время уже 4 час. Вот в кафешке сидим, покушали. Вот после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Миша у нас спит. Еду набрали с собой на обратную дорогу. Да, я набрал еды немножко. А ты что, не возьмешь, что ли, кстати? Не, у меня есть еще. У меня спортивный гель, банан. Все есть. Я еще добавку съел. 2 плова, беляш, пирожок и сосиска в тесте. 4 тарелки, что-то не сходится. Больше ел. Так, на часах 16 часов 22 минуты. Вот мы пообедав, перекусив, отдохнув, выдвигаемся из Магарас обратно в город. Нам предстоит проехать 97 километров до города. Ну, итого 200 должно получиться за сегодняшний день. Ну, поели нормально, я лично 2 плова съел, что-то беляш взял, пирожки, сосиску в тесте и кофе с молоком. В общем, нормально заправились сейчас. Должны спокойно доехать уже до города. Ветер, кстати,
попутный дует. Что, несомненно, радует. Но там, блин, на 80-м километре гудроном вот эти вот щели заливают асфальт. В асфальте щели. Как-то придется там объезжать. Не хочется, чтобы вот замораться в этом, блин, чертовом гудроне черном. Потом это все отмывать. Кстати, если вот гудроном вы замораетесь, то самое лучшее средство от гудрона, от этой мазуты, это ВД-40. У меня как-то однажды футболку все заляпал вот этим гудроном. Вся спина черная была. Ну и потом что-то гуглили. Смотрим, ВД-40, ну, как бы как растворитель, может помочь. Я что-то отзыв там прочитал положительный, что ВД-40 хорошо вот размывает. И вот эту футболку, значит, я спину всю ВДшкой побрызгал. И водой просто замочил, потом из воды вытащил, ну, там постирал все, конечно, с порошком. Она вообще такая белая стала, вообще даже ни одного вообще следа там как бы на... И нету от этого гудрона. Все смыло, короче. Короче, ВД-40 это вещь. Реально помогает. Сейчас начнется затяжной подъем. Сейчас сперва небольшой спуск. Там стела будет, магарасы. И наверх подъем. Также остановились под мостом, только с той стороны моста. Вот. Сидим под деревом, отдыхаем. Ну, в принципе, я, если честно, не устал даже, как будто бы и не катал. Особенно после того, как поели в кафешке сразу. Как второе дыхание пришло. Вообще сил полно, еще столько же можно проехать. Ну, по километражу где-то 150 накрутили. Еще полтинник где-то остался. Вот сидим, отдыхаем. Миша. О, уже комары появились. Комары летают. Смотрите. О. Комарик на Мишу сел. Под вечер распогодилось. Так, время 19:32. Пройдено 160 километров, 600 метров. Ну, 200 будет, наверное, сегодня, да. Заехали с ребятами в кафе. Немножко перекусят и дальше поедем. Нужны силы, да, Морс? Да, ну все, вот тут с ребятами на кафе прощаюсь. Не спуск. Еду дальше. В смысле, его трясет, да? Ребята тоже своим ходом поедут. И я своим ходом. Удачи. Вам того же. Хорошей дороги. Ну как в городе будем, отпишемся. Я отпишусь. Небольшой перекур на датчик 15 километр. Но с ребятами уже попрощался, как бы. Они еще, наверное, на 26-м, наверное, только
Вот, как бы. И здесь сейчас на остановке тут такой памятник собаке установлен. Интересный такой. Все, я уже в городе. Велоком показывает 200 километров. Время 21 час 30 минут. Еду по велодорожке, возвращаюсь. По трассе не стал ехать, уже темнеет. У меня сзади габаритки тем более нет. Поэтому лучше не рисковать. Ехать по велодорожке, так будет разумнее. Ну все, друзья, вот мы и в городе. Всего проехали 204 километра. Поездка удалась, было все отлично. На этом репортаж заканчиваю. Как всегда, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока и до скорых встреч.